다 도마들이야 망고야 去 신신난겐기 겸내 긴두기데 숨버드 주만나바소다 다난 신기지. Прежде всего, я хочу всех вас тепло поприветствовать. Я приветствую всех монахов, монахинь, всех учителей монастырских колледжей, кемпу, лабенов, а также всех друзей в Дарме, кто слушает эти учения по интернету. И сегодня мы продолжим с того места, где мы остановились в прошлый раз. И продолжим говорить о Бикшу Махадеве. Когда речь заходит о Бикшу Махадеве, то, что я объяснял в прошлый раз, это объяснение школы Сарвастиваду, либо также мы можем сказать, что это объяснение школы Вайбашика. Это текст школы Вайбашики, который называется Махавибаша, великое изложение. И в этом трактате содержится история Бикшу Махадевы. И согласно этому описанию, Махадева — это тот, кто совершил 3 тяжких нарушения. Это очень плохой человек. И кроме того, что является наиболее тяжким, это то, что он притворился, что он архат. И учил других, как будто бы он архат. И проблема заключалась в том, что на самом деле он не был архатом, но он притворялся, что он архат, и хотя он не обладал качествами архатом, он учил, как будто бы он архат. И в этих учениях, которые он даровал, которые он распространял, содержались 5 ложных воззрений. И есть стих, в котором изложены эти 5 ложных воззрений Махадевы. Этот стих довольно известный, поэтому я хочу показать его вам. И этот стих сохранился на тибетском, также есть перевод на китайский. И перевод с китайского и традиционная тибетская версия, которую мы обычно читаем, немного отличается. И в Махавибаше говорится: соблазнение другими, невежество, сомнение, когда кто-то другой приводит к обретению плода, и пути, возникающие из слов, являются учением Будды. В переводе с китайского этот стих звучит по-другому. К примеру, он говорит о том, что путь возникает из звука, и это является учением Будды. И возможно, что первая строфа этого стиха могут быть неправильно интерпретированы. Именно этим объясняется различные интерпретации. И в тибетской традиции также есть изложение этих ложных воззрений не стихотворные, но в прозаической форме. В китайской традиции есть только стих, нету объяснения этих воззрений в прозе.
Если мы попытаемся разобраться, что же говорит нам история по поводу Махадевы, то мы увидим, что все события были связаны с монастырем под названием Кукутарама. И в этом монастыре большинство старших монахов скончались, и не было кому читать Пратимокша-сутру во время проведения церемонии Соджонг. Поэтому однажды вечером 15 числа во время церемонии Соджонга настала очередь Махадевы читать сутру Пратимокши. Когда он зашел на сиденье и прочитал сутру Пратимокши, он добавил к ним стихи, которые сам сочинил. И в то время среди присутствующих были бикшу, кто был ученым, также были неученые бикши, были те, кто обладал какими-то знаниями, а также те, кто соблюдал чистоту дисциплины. И все они, когда они услышали этот стих, они сказали: «Ты глупец, то, что ты сказал, никогда не были произнесены ни в одной из категорий учений Трипитаки, 3 корзин». Это привело к спору. Они спорили всю ночь, и когда взошло солнце, спор усилился, и про это начали распространяться слухи. В монастырь стали приходить люди из города, вплоть до министров. Постепенно приходило все больше людей, и никто не мог остановить этот спор. И даже министры не смогли ничего сделать. Никто не мог разрешить этот спор. Похоже, что этот спор был действительно очень большим. И тогда об этом услышал король, царь, и он вынужден был вмешаться. Он вышел из дворца и пришел в храм и выслушал аргументы обеих сторон. Однако он не мог сам прийти к какому-то выводу. Тогда он спросил Махадеву. Похоже, он знал его уже. И тогда царь спросил Махадеву, кто прав, а кто виноват. Как можно понять, кто прав, а кто виноват? На это Махадева сказал царю: в Пратимокша-сутре сказано, если кто-то желает успокоить споры, он должен полагаться на слова большинства. То есть нужно определить, у кого большинство, у кого больше сторонников. Именно это тебе следует сделать, сказал Махадева. И когда царь услышал об этой совете Махадевы, он разделил всех собравшихся на две части: на сторонников Махадевы, на противников Махадевы, чтобы понять, кого было больше. На стороне благородных было много старейшин, но мало членов Сангхи. А на стороне Махадевы было мало старейшин, но много членов Сангхи. И то есть похоже, что очень много молодых членов Сангхи поддержали Махадеву, тогда как старейшины выступали против него. И в целом у Махадевы было больше сторонников. И поскольку у Махадевы было больше сторонников, царь
признал правоту Махадевы и вернулся во дворец. Однако даже это вмешательство царя не помогло прекратить этот спор. И в монастыре Кокутарама Сангха разделилась на две группы. На группу тех, кто поддерживал Махадеву, и ту группу, которая выступала против него. Группа, которая была против Махадевы, в основном состояла из старейшин. Именно поэтому она получила название Ставира, то есть старейшин, группа старейшин Ставира-вада. А вторая группа имела большинство, поэтому она получила название Махасангика, либо группа большинства. И в то время, когда Сангха разделилась на две части, все старейшины архаты в этом монастыре решили уйти из него. И когда министры узнали об этом, они сказали об этом царю. Это разозлило царя, поскольку он считал, что он разрешил спор и установил справедливость. Однако, когда он узнал, что старейшины не согласны с его решением, и поэтому они готовятся уйти из монастыря, и, услышав это, царь приказал министрам: вы должны отвезти всех этих старейшин к берегам реки Ганг, посадить их в лодку с поломанными веслами и отправить на середину реки. Поскольку эти лодки старые и у них нет весел, они могут утонуть. И если они утонут, то мы узнаем, что они не являются благородными существами, что они обычные существа. И министры подчинились приказу царя, посадили архатов в старые лодки с поломанными веслами. И когда эти лодки выплыли на середину Ганги, то в них началась просачиваться вода, и они начали тонуть. И в тот момент благородные старейшины проявили чудесные силы, поднялись в небо, как лебеди, расправили крылья. И также с помощью своих чудесных сил они также взяли с собой монахов, которые не достигли сверхъестественного знания. И все вместе они улетели по небу на северо-запад. И когда присутствующие сказали царю о том, что благородные существа улетели, проявив свои чудесные силы, царь почувствовал сильное раскаяние. Он упал в обморок. Тогда его окропили водой, он пришел в себя и немедленно послал гонца со словами: «Ищите везде, найдите, куда ушли эти благородные старейшины». И гонец обнаружил, что эти благородные старейшины все находятся в Кашмире. И тогда царь послал гонцов
к ним в Кашмир, сердечно прося их вернуться. Однако архаты отказались. Они не согласились. И царю ничего не оставалось. И тогда он поднес всю землю Кашмира архатам. Также он построил храмы для Сангхи, чтобы они все могли поселиться в них. И сейчас давайте продолжим говорить о самом Махадеве. Позже когда монах Махадева гулял по городу, он встретил гадателя. В Индии это люди, которые могут читать знаки, тайные знаки. В прошлом в Индии было довольно много таких гадателей, провидцев. И этот предсказатель не сказал это непосредственно Махадеве, но сказал одному из его учеников, что этот сын Шакьи умрет и скончается через 7 дней. И услышав это, ученик очень испугался и сразу же побежал и рассказал об этом Махадеве. Махадева ответил, поскольку он был таким, он так много притворялся, даже когда он услышал о предсказании своей смерти, он сказал, я знал об этом и раньше. И вернувшись в монастырь, Махадева отпустил своих учеников и объявил царю, министрам, всем домовладельцам, мирянам, что через 7 дней он полностью уйдет в нирвану. Услышав это, царь и все другие очень опечалились. Похоже, все они очень любили Бхикшу Махадеву. И на 7-й день монах Махадева в действительности умер. И тогда царь, министры и все жители города были очень опечалены и скорбили. Они собрали благоприятные породы дерева, много масла, цветы, ладан и различные другие необходимые материалы, такие как благовония для благоприятной кремации. Они сложили погребальный костер. Однако, когда попытались разжечь его, они не смогли зажечь огонь. Они пробовали различные способы, однако огонь никак не разгорался. И тогда они спросили этого предсказателя. И он ответил, если вы попробуете кремировать Махадеву с такими благоприятными субстанциями, вы не сможете сделать это. Этот погребальный костер должен быть осквернен собачьими экскрементами. Они так и сделали. Положили в костер
собачьи экскременты, и тогда в мгновение ока этот огонь разгорелся. И тело превратилось в пепел. Внезапно поднялся сильный ветер, который мгновенно развеял пепел, не оставил ни следа. Ничего не осталось. Это история, которую описывается в школе Сарвастивади. В ней подчеркивается, что Махадева был нехорошим человеком, недостойным бикшу. Однако, был ли Махадева действительно таким плохим и недостойным? Это большой вопрос. Мы вернемся к этому вопросу. А сейчас я хотел бы рассмотреть другое. Сейчас нам нужно вернуться к вопросу разделения санкхи на школы, то есть причины раскола. И нам необходимо сначала рассмотреть причины первоначального раскола, а также сравнить две традиции, северную и южную традицию в Сангхе. И почему это важно? Поскольку нам нужно понять, что привело к расколу Сангхи. Были ли эти учения Махадевы той причины, которые вызвали раскол? Почему возникли эти две фракции, две различные части Сангхи? И касательно этого, касательно этих причин первоначального разделения на две школы, есть разные объяснения. Объяснение южной традиции и северной традиции, то есть Китая, Тибета и прочее, отличается. В южной традиции, это традиции Шри-Ланки, Таиланда, Бирмы, то на Шри-Ланке есть трактаты, такие как Дипавамса, Махавамса. И в этих трактатах, исторических трактатах, объясняется, что спор по поводу 10 недопустимых пунктов был непосредственной причиной первоначального разделения на две школы. Как я объяснял вчера, спор возник из-за того, что бикшу восточной Сангхи Вайшали высказались свое мнение по 10 пунктам и выразили надежду на смягчение правил Виная. Но бикшу Яша из западной Сангхи не только возразил, но и созвал многих старейшин, чтобы они поддержали его в обсуждении этих вопросов. И в результате этих обсуждений они пришли к выводу, что все 10 пунктов являются недопустимыми. И в результате принятия этого решения монахи, присутствующие в бикшу, были недовольны. И в результате они отделились, создав школу Махасангхики, школу большинства. И это произошло во время правления Кала Ашоки, черного Ашоки, и царя по имени Кала Ашока.
И в результате возникли эти две фракции. Позиция старейшин, более традиционная позиция толкования Виная, и новая позиция, которая выступала за более мягкое трактование Виная. Итак, согласно этой традиции, раскол возник из-за 10 пунктов. Однако в северной традиции говорится, что главной причиной раскола были 5 пунктов Махадевы. Это учение, которое он произнес во время чтения Прадимокша сутры. И примерно период, когда это произошло, это между 116 и 160 годом после паринирваны Будды. Это было время правления династии Нанда. И говорится, что Махадева проповедовал эти 5 положений, которые сеяли сомнения в отношении архатов, из-за чего возникла большая полемика. В конце концов, царь поддержал Бикшу Махадеву. И из-за этого старейшины были вынуждены уйти в Кашмир. Они не согласились и ушли в Кашмир, поскольку то, чему учил Махадева, подрывало все основы учения о том, что плодом пути является архатство, плод архаты. Следующее я хочу рассказать о различии во взглядах. Как я уже объясняла ранее, в северной и южной традиции объяснение причин первоначального раскола отличается. Однако, если мы сейчас более детально попытаемся определить, в чем же заключались эти разногласия, то мы можем выделить 4 типа разногласий. Каковы же эти 4? Первое – это разногласие по поводу того, что было основной причиной конфликта, приведшего к расколу. Второе – это разногласие по поводу даты. Третье – различие династий. И четвертое – это разногласие по поводу того, кем, собственно, был Махадева. Южная традиция в своих объяснениях подчеркивает, что это причина раскола, то есть первый пункт. Причина раскола связана с 10 пунктами, 10 недопустимыми вещами. Поэтому причины, прежде всего, в первую очередь относятся к практикам дисциплины Виная. Северная же традиция в своих объяснениях подчеркивает связь с 5 пунктами Махадевы. Поэтому в первую очередь причины раскола связаны с интерпретацией доктрины, а не Виная, то есть касается воззрения, философии. И в этом заключается существенное различие. То есть, что привело к расколу? Вопросы Виная, либо вопросы воззрения.
В этом большая разница. Второй пункт – разногласия по поводу даты. Существуют значительные различия между южной и северной традициями в отношении даты первоначального разделения на школы. И эта дата варьируется от 100 до 160 лет после паринирваны Будды. Например, в Махавибаше, а также Самая Бедапарачана Чакре и других источниках школы Сарвастивада объясняется, что это произошло через 100, 116 или чуть более 100 лет после паринирваны Будды. В Дипавамсе и Махавамсе говорится, что это произошло после Второго собора, примерно через 100 лет после паринирваны. И эти определения даты северной и южной традиции не совпадают. И в этом из-за этих различий ученые имеют разные мнения о дате первоначального раскола, поскольку они могут опираться на разные источники и в результате приходят к разным мнениям о дате первоначального раскола. И с этим связан третий пункт – различие династий, правящей династии того времени раскола. И мнения различных школ, о том, во время правления какой династии произошло первоначальное разделение, различаются. То есть одни считают, что это произошло во время правления царя Кала Ашоку. И Сарвастивада, например, утверждает, что это Кала Ашока. Однако Кала Ашока вряд ли был тем же царем, что и Дharma-царь Ашока. И в наши дни ученые выдвигают различные мнения, кем был этот Кала Ашока. Принадлежал ли он к династии Нанда или к другой династии. И нет единого мнения по этому вопросу. Итак, четвертый пункт – это разногласия по поводу того, кем был Махадева. Есть несколько версий по поводу того, кем был Махадева. Первое – это то, что Махадева был мошенником. И это первая характеристика, которую бы я хотел говорить. В исторических текстах есть много разных описаний того, кем был Махадева. И в Сарвастиваде он описывается как мошенник, который учил 5 пунктам или 5 воззрениям, которые противоречат Дхарме. Сарвастивада в северной буддийской традиции учит о том, что Махадева был мошенником, что в результате своих деяний он накопил негативную карму. И
Однако в том, что касается изложения Махавибаша, этот трактат дошел до нас лишь в китайском переводе Махавибаши. Как я уже упоминал, также содержится история Махадевы. И они говорят, что он даже не был истинным бикшу, что он притворялся, что был бикшу, что он не был архатом, притворялся, что был архатом. Именно поэтому его называют мошенником. Однако, кто написал Махавибашу? Авторами Махавибаши были ученые, входящие в число ставиров. И то есть это не последователи Махадевы из школы Махасангики, это его противники из школы Ставировады. Поэтому возможно, что все это негативности, которые о нем они написали, была лишь попытка его дискредитировать, поскольку они были его противниками. Это не единственная оценка, кем был Махадева. Другая оценка — это то, что Махадева был обычным человеком, что он, к примеру, в великих записках о путешествии в западные регионы Таньцюаньцаня говорится, что Махадева появился через 100 лет после паринирваны Будды, что он был современником Ашоки. Сюаньцань немного критикует Махадеву, но он лишь указывает на его недостатки. Его тон довольно мягкий, он не называет его мошенником, он считает Махадеву обычным бикшу. Вы видите цитату из этого трактата Сюаньцаня. Здесь опечатка. Так, говорится, что через 100 лет после паринирваны Будды правил царь Ашоки из Магадхи. Он правил миром, распространяя свою добродетель и власть в 4 направлениях. Он глубоко верил в 3 драгоценности и сострадательно защищал всех существ. В то время в стране было 500 архатов, достигших святости, а также 500 обычных монахов, не достигших просветления. Царь почитал обе группы одинаково, не делая никаких различий в своих подношениях им. И среди них был обычный монах по имени Махадева, который был широкомыслящим, исключительно умным и любил исследовать формы и значения. После глубоких размышлений он писал трактаты, и в этих трактатах его теории противоречили учениям Будды. Все, кто слышал его доктрины, были взволнованы спорами, что вызвало раскол и разногласия в монашеском собрании.
царь Ашока не мог отличить обычных монахов от мудрых монахов, основываясь только на личных предпочтениях. И поэтому он приказал созвать всех монахов к реке Ганг, намереваясь утопить их всех в глубоком течении. В тот момент 500 архатов продемонстрировали свои сверхъестественные способности и улетели по небу в другую страну. Когда царь Ашока узнал об этом, он очень испугался и лично пришел извиниться, прося архатов вернуться. Однако архаты отказались. Это похоже на ту историю, которую я вам уже рассказал. То есть это та история, которая описывает Махадева как обычного бикшу. Следующее – это оценка Махадевы как старейшины, то есть старейшина Махадева. В Самая Бедапарчана Чакре описывается, что было два Махадевы. Один жил ранее, а другой жил позже. И этот текст сохранился на тибетском, а также на китайском. В ней говорится, что один из них был Махадевой, который вызвал споры по поводу 5 пунктов через 100 лет после паринирваны, а другой жил через 200 лет после паринирваны. То есть в этом трактате утверждается, что было два Махадевы. И я хочу показать вам эту цитату. То, что вы видите, это преимущественно тибетский перевод. Однако, мне кажется, что в тибетском переводе отсутствует несколько строк. Поэтому я дополнил этот перевод, основываясь на китайском переводе. В тексте говорится, что через некоторое время, после того, как Будда ушел в паринирвану, и солнце победителя Будды закатилось, в городе Кусумапура, в царстве Магадха, жил царь по имени Ашока. У этого императора был один зонт. Сложно понять, что имеется в виду, что у него был один зонт, что он император с одним зонтом. И говорится, что во время его правления произошло это разделение Сангхи. Причиной этого были 4 группы Сангхи, которые разделились на 2 фракции. Одна из них была Махасангхика, а другая Ставиравада. Это первый Махадева. Второй Махадева. Говорится, что в 200 году аскет Махадева ушел в отшельничество и поселился на горе Чайдья. Он учил 5 пунктам традиции Махасангхики, в результате чего появились 3 ветви – Чайдика, Апарашайла и Уттарашайла. И между этими 2 Махадевами было несколько десятилетий. Однако некоторые ученые считают, что это был один и тот же человек. В текстах южной традиции упоминается лишь поздний Махадева. Не упоминается ранний Махадева. И так похоже, что между этими Махадевами лишь несколько десятилетий. Именно поэтому
они могли быть одним и тем же человеком. И довольно много ученых утверждают таким образом. В том, что касается южной традиции, в которых упоминается поздний Махадева, то этого позднего Махадеву называют великим старейшином, Махадерой. И они представляют его как очень почитаемого человека. Он был бикшу, он был монахом долгое время. И он не был, согласно этому описанию, он не был обычным бикшу. Он был особенным бикшу, Махадерой, старейшиной, поскольку именно он посвятил в монахи сына царя Ашоки, Махиндру. И это именно тот сын Махиндра, кого Ашока послал распространять дхарму в 9 разных частях мира, в 9 регионах. И один из регионов, в котором ему было поручено распространять дхарму, была Махисамандала. Это регион современного Майсура. И в северной традиции говорится, что поздний Махадева прошел обучение в школе Махасангики, что он принял монашество в школе Махасангики, и что он жил у подножия горы Чайти в Южной Индии. Именно так это описывается в южной традиции. И если мы сравним эти два описания, то мы видим, что они в целом похожи, что примерно он жил через 200 лет после паринирваны. И многие ученые говорят, что этот поздний Махадева был тем же человеком, что и великий старец Махадева, который учил в южной традиции. Итак, у нас есть эти 3 исторических портрета Махадевы. Махадева – великий мошенник, притворялся, что он был архатом и даровал ложное учение. Есть Махадева – обычный бикшу, описание Сюнцани. И третье – это описание Махадева как великого старейшины. И кроме того, этот поздний Махадева очень почитается как в южной, так и в северной традиции. Он считался великим монахом. И оценки различаются касательно первого Махадева, что первым, и в некоторых оценках говорится, что он также был почитаемым монахом. К примеру, у Сюанцаня был ученик по имени Куйдзи. Этот Куйдзи автор заметках о колесе, различающем традиции священных писаний, а также автор изложения трактата, объясняющего Йогачара Бхуми Асанги. И Куйджи сказал, что
Махадева, который преподавал 5 пунктов, был великим старейшиной. И те, кто критиковал его, делали это из-за зависти. То есть те, кто говорил, что он был плохим, они делали это из зависти. На самом деле он был великим монахом. Я хочу показать вам цитату, которую я перевел с китайского. Мне говорится, Махадева был известен и считался величайшим из монахов. Он поздно достиг архатства, но был молод в то время, еще был молод в то время, поэтому как царь, так и министры относились к нему с уважением. Но некоторые члены Сангхи ему завидовали. Поскольку он превосходил всех остальных, в конце концов, он стал объектом зависти и ненависти. Его противники оклеветали его, сказав, что он совершил 3 тягчайших поступков. И разгорелась великая полемика по поводу 5 пунктов, которым он учил. То есть в этой цитате говорится, что на самом деле Махадева был архатом и был достойным человеком. Однако другие ему завидовали, и вследствие этой зависти они клеветали на него, говорили, что он совершил эти чистейшие злодеяния и так далее. И в результате этой клеветы разгорелось много споров. Это свидетельствует о том, как усилилась активность Мары после паринирваны Будды. Это демонстрирует, как с древних времен и до наших дней обычные люди спорят ради личной славы и всегда клевещут на других. Из-за таких сомнений стало невозможно устранить спор, поскольку каждый придерживался своей точки зрения. В конце концов произошло первоначальное разделение на 2 школы. Это было похоже на то, как кусок золота разделился на много частей, или кусок ткани разорвался на мелкие клочки. И это соответствовало пророчеству самого Будды. То есть все это привело к спорам и разногласиям. Распространились сектарные взгляды. Это то, как это объяснил Куидзи, ученик Сюань Цаня. Согласно ему, Махадева был просто подвергнут клевете и критике вследствие зависти. Это все были инсинуации Сарвастивады, поскольку они не могли понять эти 5 пунктов, которые он учил. Именно поэтому они исказили их и стали утверждать, что он говорил о том, о чем он на самом деле не говорил. Так мы видим, что есть много оценок того, кем был Махадева. По крайней мере, похоже, что есть мнение о том, что было несколько Махадев, ранние Махадевы, поздние Махадевы. Однако, поскольку их даты жизни лишь 10 лет, отличаются лишь на десятилетие, ученые
выдвигает мнение, что, возможно, это был один и тот же Махадева. И вопрос о том, является ли Махадева обычным человеком, является ли он достопочтенным старейшином, либо мошенником, определяется позицией какой школы авторы этих утверждений придерживались, поскольку последователи Сарвастивады называли его мошенником, поскольку он принадлежал к противоположной фракции. Однако позиция критиков не всегда является объективной, поэтому мы не можем утверждать с уверенностью, что было именно так. Все эти утверждения того, что он совершил эти чистейшие злодеяния и так далее, сложно относиться к ним объективно, если одновременно мы видим другие оценки о том, что он был великим старейшиной, что он посвятил в монахи сына самого царя Ашоки и так далее. Однако нам нужно понять причины для таких оценок. И поскольку насколько высоко ценился Махадева, зависел от того, от какой школе принадлежали те, кто давал такую оценку. И, как вы помните, когда я рассказывала о том, как Махадева стал монахом, то, согласно описанию Сарвастивады, хотя он убил своего отца и матерь, он все равно смог стать монахом, поскольку тот, кто даровал ему посвящение, не проверили, совершил ли он эти чистейшие злодеяния. Согласно правилам, тот, кто совершил такие чистейшие злодеяния, не могут стать монахами. И тот, кто дарует посвящение монахи, он изначально спрашивает о препятствиях, чтобы понять, уместно ли такому человеку становиться монахом или нет. Однако в этом описании о том, как Махадева стал монахом, говорится, что он очень сожалел о совершении этих тягчайших злодеяний, не находил в себе покоя. Именно поэтому он стал искать ответ на этот вопрос, что же делать. Это отрывок, который вы видите на экране, говорит: из-за совершения злодеяний он не находил в себе покоя, поэтому он отправился к монахам в рощу Джетавана. И там он услышал, как один бикшу говорил: тот, кто совершил плохие поступки, может очистить их с помощью добродетели. Как солнце и луна, выходящие из облаков, они будут сиять в мире. Тогда Махадева подумал: даже негативная карма может быть очищена, поэтому я приму монашество в этом сообществе. Он подошел к монаху и попросил посвятить его в сан. И когда мы читаем эту историю, то мы видим, что она очень похожа на историю Кшемы, которая описывается в письме к другу Нагарджуны.
В Нагарджуне в письме к другу говорится, как Нанда, Ангулимала и Кшема. И похоже, что все эти три персонажа, Нанда, Ангулимала и Кшема, это персонажи, которые возникли на основе этой истории Махадевы, поскольку его история сочетает все их злодеяния. И следующий вопрос – это учил ли действительно Махадева этим 5 злодеяниям? И причина этих сомнений заключается в различных описаниях, в различных источниках. К примеру, сохранился трактат о 18 школах. Это трактат, который был написан во время поздней династии Цинь. Его перевел на китайский великий переводчик Кумараджива. И современные исследователи, которые сравнивают его перевод с переводом Параматхи, утверждают, что это, возможно, был какой-то другой текст, поскольку переводы отличаются. И в этом трактате о 18 школах в переводе Кумарадживы и Параматхи описываются эти 5 пунктов. Однако не говорится, что автором этих 5 пунктов был Махадева. Кроме того, в 18 школах говорится, что этим 5 пунктам учили 3 различных бикшу. И вы видите цитату из этого трактата на экране. Говорится, что первого из этих монахов звали Шакти. Я считаю, что это, возможно, ошибка. Первого монаха наверняка звали Нага, а не Шакти. Второго звали Хету, а третьего звали Бахушруту. Именно они учили 5 пунктам других. Именно так это определяется в трактате о 18 школах. И это перевод Кумарадживы, ранний перевод. В переводе Парамартхи, более позднем переводе, говорится, что было 4 группы в Санхе. И эти 5 пунктов излагались 5 различными группами в Санхе. Эту цитату вы видите на экране. В то время община разделилась и раскололась. Разделенная и расколотая Сангха состояла из 4 фракций. Сангха Великой Земли, Сангха Отделенных Земель, Сангха Ученых и Сангха Старейшин. Эти 4 группы проповедовали 5 причин, представленных не буддистами. И в этом переводе говорится, что Сангха разделилась на 4 части. И эти 4 фракции проповедовали эти 5 пунктов. И это второй перевод. Перевод Парамартхи утверждает это. И затем в нем
в нем не говорится, что 5 пунктов были изложены Махадевой. Кроме того, есть цитата мастера Бхави. Похоже, Бхави относится к Бхава Вивеки. Похоже, что это цитата из его трактата «Блистательный ум». В нем говорится: спустя 137 лет после паринирваны Будды цари Нанда и Махападма собрались в городе Паталипутру. Злой Мара, превращающий все хорошее в дисгармонию, надел одежды бикшу, продемонстрировал различные чудеса и затем преподал 5 пунктов, вызвав великий раскол в Сангхе. И ученые старейшины Нага и Дридамати восславляли эти 5 пунктов и учили им. В результате община разделилась на 2 части – Ставиравада и Махасангику. И в этом цитате говорится, что те старейшины, которые распространяли эти воззрения, звались Нага и Дридамаджи. Опять же, здесь не упоминается Махадева. Поняли, что я хочу сказать? И в том, что касается тибетской интерпретации истории буддизма Таранатхи, говорится, что после чтения Пратимокша сутры во время церемонии саджон Махадева произнес следующее: «Боги обмануты невежеством, пусть возникает из непрерывности звука. Они сомневаются и ведомы другими это учение Будды». На это старшие бикшу сказали: это не слова сутры. Но большинство других членов Сангхи, в основном молодые бикшу, поддержали Махадеву и стали спорить. И после смерти Махадевы противники Махадевы утверждали, что этот бикшу был воплощением Мары, и что он учил 5 пунктам. В том, что касается истории Дharma, Бетона не упоминается ни Махадева, ни 5 пунктов. Есть интересный момент. Ученые школы Джананг, 5-й Далай-лама и некоторые другие утверждают, что бикшу Махадева сформулировал 10 недопустимых пунктов. То есть они вспоминают именно бикшу Махадева. И он, но не как того, кто сформулировал 5 пунктов, но 10 недопустимых пунктов. И что в результате этого был создан Второй собор. Однако, похоже, что это неправильное понимание, что не перепутали 5 пунктов и 10 пунктов. Конечно, я не тот, кто должен критиковать этих мастеров, но опираясь на те источники, которые мы с вами рассмотрели, похоже, что здесь есть какая-то путаница. Сунам Цимо, Сакья Пандита и другие опираются на описание Махадевы из трактата Бхави, который я уже процитировал.
И говорят, что эти учения Бикшу Махадева привели к разделению на 8 школ. И в результате был созван Третий собор, чтобы развеять эти сомнения. В пире для ученых говорится, что появилась эманация злого Мары по имени Сангпо, который нарушил указания царя и Сангхи. Его ученики Нага и другие распространили эти неверные воззрения. Поэтому взгляды и поведение Сангхи пришли в противоречие. В результате произошло разделение на 18 школ. Подводя итог, мы видим, что был какой-то злой Мара, которого звали Зангпо, что значит хороший, либо благой. И есть какое-то противоречие в этом. Каким образом такой Мара мог превратить все позитивное в негативное. И поэтому похоже, что Зангпо это не имя Мары, а это скорее его не звали Зангпо либо Бадра, а это просто то, как этот персонаж превратил все позитивное в негативное, благое в неблагое. Как бы там ни было, возможно, в этом трактате это вызывает сомнения. Такое трактование вызывает сомнения, что это Мара, который превращал все благое в неблагое. И это все, что я хотела рассказать сегодня.